Здравствуйте! Эфир телеканала «Салям» продолжают новости ишимбайского телевидения. С последними событиями вас познакомлю я, Руфина Хужахметова. Прощание с героем. В последний путь проводили бойца Загира Умирбаева. С книгой по жизни в Ишимбае прошла встреча с башкирскими писателями. Покорили голосами. На сцене Дворца культуры выступили вокальные ансамбли со всего Башкортостана. Немножко было волнение, потому что мы ожидали чуть позже. Получилось, что мы приехали пораньше и выступили пораньше. Тюльпаны вместо штрафов, а вечером торжественный концерт. Как с 8 марта поздравили представительниц прекрасного пола. В селе Верхнее Ткулово проводили в последний путь рядового контрактной службы Загира Умирбаева. Наш земляк погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. О том, каким при жизни был герой, в следующем материале. Проводить в последний путь солдата пришли всем селом. Жизнь Загира Умирбаева оборвалась на 21 году. В траурной церемонии соболезнования родным выразил депутат Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Александр Работяев и глава администрации Ишимбайского района Азат Ишимгулов. Вы все его знали как хорошего односельчанина. Все вы сегодня собрались здесь проводить его. Как доброго парня, порядочного, тот, кто всегда был готов пойти навстречу, помочь словом и делом. Такой же он был и на службе. Его знали как доброго боевого товарища. Проверяются люди всегда в трудных условиях боев. Тяжело даются слова, трудно выразить, но вдвойне тяжелее, когда последний путь мы провожаем молодых людей, которых еще расти и расти. Но Загир исполнил свой воинский долг до конца. Хотел вас поблагодарить за правильное воспитание, заверить, что память о нем всегда останется в наших сердцах. Справедливый, отзывчивый, готовый всегда прийти на помощь. Таким запомнят уроженцы села Верхнее Ткулово. Он родился в декабре 2002 года, вырос в многодетной семье, где воспитывал 6 детей и всегда был примером для своих братьев. Герой не боялся трудностей, старался быть лучшим всегда и во всем. Любил рисовать, занимался спортом. В 2020 году, после окончания колледжа, был призван на службу. Погиб 7 февраля при исполнении воинского долга. Всегда был в себе уверенный. Он сам выбрал этот путь, контракт подписал, никогда не боялся, дух воина всегда в нем было. Даже когда вот общались во время его, когда он в СВО был, когда общались, в его словах страха никогда не было. Чтобы он там боялся. Нет, он всегда говорил, я буду здесь защищать Родину. Он всегда был очень дружелюбным, добрым, уважающим старших и младших людей. Одноклассники всегда его уважали. И он был для многих примером, для своих братишек и для нас тоже. По воинской традиции на хранение близким бойца передали государственный флаг. Загир Умирбаев посмертно награжден орденом мужества. Руфина Хужахметова, Загир Хасанов, Ишимбайское телевидение. Ишимбайцы вышли на лед, чтобы принять участие в акции «Бурим лунки, спасаем рыбу». Суть ее в том, чтобы помочь рыбе, которая задыхается подо льдом от нехватки кислорода. О том, как помогают решить проблемы специально пробуренные лунки и проруби, в репортаже моей коллеги Айгуль Юкуповой.
Муравейники из снега спасают рыбу. Оригинальную, совсем несложную и, самое главное, эффективную технологию предотвращения замора рыбы рассказал и показал ишимбайцам советник министра природопользования и экологии республики, а также волонтер и активист Митхат Хасанов. Сначала надо пробурить во льду лунки, затем накрыть отверстие снежной горкой, чтобы лунка дольше оставалась открытой. Вода будет насыщаться кислородом, а углекислый газ выйдет наружу. Ну, хотя бы 10 сантиметров над уровнем воды должно быть. Типа колодец сделаем, да? Вот так. Вы поняли смысл. Значит. Потом здесь очищаем. Вот это хозяйство. Вода должна быть чистой. Опытным рыбакам известно, что рыба зимой страдает от недостатка кислорода. Задыхаясь, она становится легкой добычей, а также массово умирает, если ей не прийти на помощь. Самое главное, мы сюда пригласили наших детей. Потому что на все эти мероприятия мы приглашаем, когда погодные условия позволяют, детские сады, школы, колледжи, вузы, представители. Наша задача, старшее поколение, воспитать подрастающее поколение. Если сегодня мы бурим лунку, спасаем рыбу, значит, весной, значит, природа-матушка нас отблагодарит. Удачной рыбалки, приятным отдыхом. Чистые водоемы – это наше здоровье и долголетие. А значит, чистая и свежая рыба – наше здоровье и долголетие. У школьников акция «Бурим лунки, спасаем рыбу» оставила массу положительных впечатлений. Когда еще предоставится возможность спасти рыбу и выпустить в водоем новую, загадав при этом желание? Поцелуй и опускай. Рыба тебя только будет клевать потом, больше никому. Давай, не бойся. Вот так. Я рада поучаствовать в такой акции. Это благое дело, чтобы рыба было много. И я сегодня в первый раз ее запускала сама. Мне даже не верится это. Мне было очень интересно тут поучаствовать. Это очень необычно. И запускать рыбу это оказалось очень даже интересно. Поцеловать ее тоже было очень так необыкновенно. Это такие эмоции, которые запомнятся еще надолго. Я думаю, что если мне выдастся возможность еще раз в этом поучаствовать, то я обязательно поучаствую. Акция «Бурим лунки, спасаем рыбу» прошла в рамках визита в наш город помощника главы Башкортостана Урала Искандарова. Благое дело, которое практически не требует материальных вложений и в котором главное – это инициатива и желание, имеет все шансы приобрести широкие масштабы. Чего это делается? Для того, чтобы наше население обеспечить рыбой, чтобы люди могли прийти летом спокойно ловить бесплатно рыбу. Это же тоже решение своеобразной продовольственной программы. Планируем сейчас в Аургазинском районе, мы были в Гафурийском районе, также это вот сейчас вот у вас. Ну и я думаю, надо охватить все районы, чтобы у нас много водоемов, и чтобы была рыба в этих водоемах, чтобы люди могли бесплатно ловить рыбу. Идеи спасения рыбы в водоемах республики, а также возможность обучаться рыбоводству через Центр занятости населения обсудили также на совещании в администрации. Главам сельсоветов предложили закрепить за водоемами ответственных лиц, а руководителям организаций и учебных заведений подарили ледорубы. Айгуль Якупова, Загир Хасанов, Ишимбайское телевидение. Ишимбайцы встретились с любимыми писателями. Творческий вечер в рамках проекта «С книгой по жизни» организовал Союз писателей Башкортостана совместно с книжным издательством имени Зайнаб Биишевой. В Центральную библиотеку приехали Тансулпан Гарипова, Гульнур Юкупова, Айгиз Буймухаметов и Индуса Арсланова. Такие встречи призваны пропагандировать башкирскую литературу, дать возможность людям ближе познакомиться с выдающимися литераторами. Мы хотим привлечь интерес людей к чтению, во-первых, хотим познакомить их со своими книгами, показать, что наши книги, они достойны внимания, что это действительно очень красивые книги, которые интересно читать. Это не просто красивая картинка, там и внутреннее содержание очень достойное. Вот авторы рассказывают о своих каких-то творческих планах, о своих героях, об актуальности их произведений. То есть это, в общем, такая работа направлена в первую очередь, наверное, на привлечение внимания к чтению, чтобы привить любовь у читателя. Ну, такие, в общем, грандиозные планы. Гости рассказали о своем творчестве, о том, как приходят идеи написания книг и что служит толчком для создания востребованных и всеми любимых произведений. Встреча прошла в теплой и непринужденной обстановке. Все желающие получили от писателя автографы на память.
Сияющие глаза конкурсантов и ободряющие улыбки членов жюри и зрителей. В Ишимбайском дворце культуры прошел конкурс созвучия, в котором выступили детские и взрослые вокальные ансамбли из Салавата, Благовещенска, Уфы, Кумертау, Мелиуза, Стерлитамака, Ишимбайского, Кугарчинского, Татышлинского и многих других районов республики. За выступлениями участников наблюдала и наша съемочная группа. Они приехали сюда со всей республики, чтобы доказать, что именно их коллектив достоин звания лучшего. В Ишимбае состоялся региональный конкурс вокальных ансамблей «Созвучие». На сцену вышли и взрослые, и дети. Волнение перед выступлением, даже если за плечами большой опыт, вполне понятно. Немножко было волнение, потому что мы ожидали чуть позже. Получилось, что мы приехали пораньше и выступили пораньше. Наш коллектив существует уже 11 лет. Мы поем эстраду, народные песни. Очень любим наших бабушек песни. Мы полностью воплощаем их песни. Выступаем в различных конкурсах. Конкурс созвучия проводится раз в 2 года в целях реализации государственных и республиканских программ развития культуры и искусства народа Башкортостана, сохранения и изучения и развития языков народов Республики Башкортостан. Цель конкурса – сохранять и продвигать традиции вокального искусства, повышать профессиональный уровень ансамблей, а также выявлять новых звезд сцены. Ансамбли выступают в номинациях «Народный», «Эстрадный», «Академический вокал». Всего в этом году в созвучии приняли участие 74 коллектива. Наш коллектив работает с 2020 года. В коллективе у нас в основном работники культуры и преподаватели. В репертуаре у нас в основном эстрадные песни, башкирские эстрадные песни. В ноябре 2022 года ездили в Благоварский район, где стали дипломантом 1-й степени на конкурс Рима Хасанова. Народный фольклорный ансамбль «Петровчане» из Ишимбайского района завоевал гран-при конкурса созвучия. Лауреатами 2-й степени стали участники башкирского народного вокального ансамбля «Дуслык» Ишимбайского центра национальных культур, «Рябинушка» из Ишимбайского дворца культуры и ансамбля Кинзибулатовского СДК. Айгуль Якупова, Айнур Рахметов, Ишимбайское телевидение. Сотрудники ГИБДД массово останавливают автомобили, правда только те, в которых за рулем женщины. Инспекторы совместно с автошколой номер 1 таким вот оригинальным способом решили поздравить автоледи в преддверии 8 марта. Также для прекрасной половины человечества во Дворце культуры состоялся праздничный концерт. Подробности в сюжете Элины Вахитовой. Спасибо большое. Не боритесь, самое главное. Хорошей дороги. Спасибо большое. До свидания. Внимание сотрудников ГИБДД приковано к ишимбайским автомобилисткам, но сегодня штрафы не выписывают, а удивляют сюрпризами. На тюльпаны представительницы прекрасного пола реагируют по-разному. Кто-то радуется, а кто-то смущается. Но по итогу все автоледи остались довольны и искренне благодарили инспекторов за поздравления. Все на территории Ишимбайского района проходила акция в честь 8 марта. Поздравили женщин с наступающим праздником. Желаем счастья, здоровья, успехов, безопасных дорог. Для жительницы Ишимбая также прошел праздничный концерт во Дворце культуры. Первую торжественную речь от лица всех мужчин города произнес глава администрации Ишимбайского района Азат Ишимгулов. От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником, с Международным женским днем. Идут годы, меняются эпохи, носятся коррективы праздничного календаря, но 8 марта неизменно остается праздником почитания красоты и величия женщин. Представительницам женского пола кадеты подарили тюльпаны, а женщин, которые отличились значительным вкладом в поддержку мобилизованных граждан и добровольцев республики, наградили благодарственным письмом Совета ветеранов войны. Сегодня в этом зале все для женщин, и это чувствовалось. Весенний светлый праздник украсили творческие коллективы, яркие концертные номера и теплые душевные песни. А по овациям зрительниц было видно, что все это согрело и обрадовало женские сердца.
связи с объявленным годом педагога почетной грамотой наградили и тех женщин, которые проявили добросовестный труд в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения. Среди них Елена Малышева. Хочу поздравить всех женщин с праздником, пожелать им, чтобы как можно больше улыбок не сходило с их глаз, чтобы они всегда улыбались, были счастливы. Элина Вахитова, Загир Хасанов, Ишимбайское телевидение. На сегодня это все. Я напоминаю, что наши новости также можно смотреть на YouTube-канале и на сайте Ишимбайского телевидения, а также в Telegram и ВКонтакте. Оставайтесь с нами, ловите новости первыми. До свидания. Хорошую аптеку я могу угадать с 3 нот. Большой ассортимент, теплое отношение к покупателям, постоянные акции и низкие цены. Орбидол Максимум 10 капсул всего 425 рублей. Фармленд, что надо. Юбилейные гастроли Словацкого башкирского драматического театра в Ишимбае. Поэтическая драма «Аньякай Юлдыкай». 16 марта в 19 часов на сцене Дворца культуры.